Ленские столбы – гордость Якутии, природная достопримечательность с удивительными фантазийной формы скалами, которые вызывают неизменный восторг туристов, поражают воображение и зовут к себе снова и снова. Ленские столбы представляют интерес для многих естественных наук, а с точки зрения климатологии они являются собой наглядное доказательство важнейшей роли климата в формировании не только растительного и животного мира, но и рельефа. Палеоклиматологам Ленские столбы могут дать богатейший материал для реконструкции климата кембрийского периода. Чтобы понять, как это было, надо углубиться в далекое прошлое, более чем на 500 миллиарда лет назад. В то время территория, известная теперь как Сибирь, была отдельным материком и располагалась в тропиках. Специалисты считают, что в кембрийском периоде климат на всей планете был значительно теплее, а в том районе, где находился материк Сибирь, температура воды не опускалась ниже плюс 25 градусов. Десятки миллионов лет в теплом, благоприятном климате органические останки вместе с минеральными осадками накапливались на дне моря и образовали мощную толщу осадочных горных пород. Прошли сотни миллионов лет, и сибирская платформа стала частью большого материка Евразии. В плейстоцене Сибирь уже располагалась в умеренных широтах. Ее со всех сторон окружали другие участки суши. В холодный и сухой климат плейстоцена ледники то покрывали до трети всей суши, то вновь отступали, сменяясь периодами с более теплым климатом. Около 400 тысяч лет назад глубоко под сибирской платформой начались активные тектонические движения. Некоторые ее участки поднимались, другие опускались, на поверхности появились разломы и трещины. В течение последующих сотен тысяч лет в континентальном климате горные породы подвергались воздействию ветра, воды и резких перепадов температуры. Результатом этих процессов являются Ленские столбы – природные каменные изваяния с удивительными, причудливыми формами, один из самых известных природных объектов Якутии. Когда мы слышим слово «Якутия», первое, что приходит на ум – это край снегов и долгой зимы, где очень и очень холодно. Морозы здесь бывают такими сильными, что птицы замерзают на лету, а металл становится хрупким, как стекло. Якутия находится в глубине Евразии, далеко от морей и океанов, которые могли бы смягчить климат. Холодный, большую часть года покрытый льдом Северный Ледовитый океан, омывающий арктическое побережье Якутии, не дает осадков. Близость этого океана сказывается лишь вторжениями арктического воздуха, обжигающе холодного и сухого. Климат в Центральной Якутии резко континентальный, с чрезвычайно холодной продолжительной зимой, жарким коротким летом, коротким межсезоньем и с самой большой в мире годовой амплитудой температуры, которая достигает более 100 градусов. Еще одна характерная черта нашего климата – это малое количество осадков. В среднем Якутия получает за год от 250 до 400 мм осадков, то есть столько же, сколько степи и полупустыни. Зимой в районе Ленских столбов температура воздуха может опускаться до 60 градусов. Зато летом она поднимается выше 30. Теплый период длится больше 100 дней, что позволяет успешно выращивать на берегах Лены зерновые культуры, картофель и овощи. Первые осенние заморозки в долине Лены наступают в конце августа.
но в последнее время они все чаще начинаются позже, в начале сентября. Осенью температура начинает резко понижаться. В некоторые годы от первых ночных заморозков до первого снега проходит всего пара недель. Первый снег выпадает в начале октября, а устойчивый снежный покров образуется в середине или во второй половине октября. К середине октября на реке Лени появляется шуга, а уже в начале ноября река полностью сковывается льдом. Наступает долгая морозная зима, когда Якутия находится под властью азиатского антициклона. В неподвижном воздухе стоит ледяной туман, солнце лишь на несколько часов показывается из-за горизонта. Температура с каждым днем падает все ниже. Когда она опускается ниже минус 50, можно стать свидетелем явления, которое саха называют сулус-сипсерия или шепот звезд, когда воздух, выходя из легких человека, мгновенно замерзает и шуршит. Сильные морозы держатся до начала февраля, потом начинают слабеть, но нередко и в марте температура может опускаться ниже 40 градусов. В конце марта отмечаются первые оттепели, в апреле температура резко начинает расти, и всего за несколько дней среднесуточная температура переваливает через 0 градусов. Снежный покров, лежавший в течение 6 месяцев, зачастую сходит за несколько дней. В последние десятилетия климат существенно меняется. Зимние температуры повысились, суровые продолжительные морозы отмечаются редко, участились оттепели. Летние температуры практически не изменились, но увеличилось число ливневых дождей, когда за короткое время выпадает большое количество осадков. Сейчас много говорится о том, как климатические изменения влияют на разные стороны нашей жизни. Одно из самых ярких последствий изменений климата в Центральной Якутии – это появление оврагов на территории населенных пунктов, например, таких как Титары, Кытыл-Джура и Синск. Деградации грунтов способствует комплекс факторов. Повышение температуры воздуха вызывает увеличение мощности сезонно-талого слоя. Увеличение количества и изменение режима атмосферных осадков также оказывает отепляющее действие на грунты. Вероятность образования оврагов возрастает на тех участках, где почва лишена растительности, которая выполняет роль защитного слоя. Овраги наносят большой вред сельскому хозяйству, объектам социальной инфраструктуры, жилым домам и дорогам. В Якутии, как и во всем мире, изменения климата влияют на экономику, здоровье населения, растительный и животный мир, затрагивая практически все сферы нашей жизни. Но есть и такие последствия изменений климата, которые неизвестны широкой публике. Во время наших экспедиций мы обследовали наскальные рисунки в местности Чуру у южной оконечности национального парка. Специалисты с тревогой отмечают, что в последнее время они разрушаются. Наряду с вандализмом на разрушение скал влияет изменение климата, а точнее микроклимата. Повышение температуры и количества осадков привело к тому, что берега Лены стали быстрее зарастать лесом. Лесной массив сглаживает суточный ход температуры, задерживает талые и дождевые воды, препятствует движению воздуха, вследствие чего увеличивается влажность и испарение. В таких условиях влага осаждается на скалах, проникает в трещины, скапливается там и затем при замерзании расширяется и разрушает камень. Под воздействием влаги на скалах, находящихся внутри лесного массива, более интенсивно проходят и процессы химического и биохимического выветривания, что хорошо видно на примере скал Чуру. Появляются вот такие потеки, то есть какие-то наросты, которые представляют собой вот такой розоватого цвета мелкий порошок, если его растереть. В результате, видимо, изменения может быть и не только количество атмосферных осадков, но и их химического состава. Происходит какая-то реакция, и наши горные породы, сложенные древними кембрийскими известняками, начинают разрушаться. То есть вот такое двоякое воздействие атмосферных осадков и физическое разрушение
механическое, да, когда замерзает лед, и вот такое химическое разрушение. На этих скалах Чуру очень вот ярко, четко видно, как одно из свидетельств изменений климата. Но несмотря на изменения, происходящие с климатом, Якутия остается самым холодным заселенным местом на планете Земля. И в центре этой холодной территории стоят Ленские столбы, как напоминание о том, что климат постоянно находится в процессе эволюции. Великий российский климатолог Александр Иванович Воейков сказал: «Реки – продукт климата». Эту гениальную мысль можно в полной мере отнести к другим компонентам природной среды – почвам, озерам и болотам, ледникам, растительности и животному миру и ландшафтам в целом. А Ленские столбы показывают нам, что климат является лучшим на планете дизайнером, способным творить и создавать разнообразные, удивительные ландшафты.